Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. Исполнился 31 год со дня высадки Тамышского военно-морского десанта численностью до 300 человек. В селе Мук ведется строительство водонапорной башни. На эти цели из республиканского бюджета выделено около 3 миллионов рублей. Спустя 30 лет открыл свои двери летний театр в Гагре. Зрители увидели первый в Абхазии иммерсивный спектакль об истории города. Исполнился 31 год со дня высадки Тамышского военно-морского десанта. 2 июля 1993 года для пресечения попыток переброски дополнительных грузинских войск в Сухум и блокирования дислоцированной там группировки противника в селе Тамыш был высажен военно-морской десант численностью до 300 человек. Тамышская операция стала одной из значимых наступательных операций, предопределивших итог войны. В ходе боев тех дней погибло 57 бойцов абхазской армии, 153 получили ранения. В этот день в селе Тамыш у мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии собираются участники героического десанта, чтобы почтить память своих друзей. В церемонии возложения цветов принял участие президент Аслан Бжани, а также спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты, главы администрации районов и сел, представители общественности. В Абхазии ежегодно отмечают дату высадки Тамышского десанта. 2 июля к мемориальному комплексу в селе Тамыш приходят ветераны, руководство страны, депутаты, военнослужащие, представители общественности, молодые люди и все, кто считает важным в этот день почтить память героев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В церемонии возложения принял участие президент Аслан Бжани. Ровно 31 год назад высадка Тамышского десанта знаменовала начало военной операции, которая завершилась полным разгромом грузинских захватчиков. Воспоминания о трагических событиях войны самые тяжелые. Ветераны не любят об этом говорить. Рассказать о том, как это было, они решаются только ради будущих поколений. Чтобы молодежь знала о подвигах своих отцов, чтила память погибших и охраняла свободу и независимость Абсны. То, ради чего погибали бойцы абхазской армии и добровольцы. Герой Абхазии Роман Ануа – один из участников Тамышской операции. وبريان بيجابان نيكالا بجمر جزاك ويتان عبرا ناس ديسانت شطروا числа يبخذ خبيامش مشدود. Конец июня 1993 года. До окончания войны оставалось чуть меньше 3 месяцев. Командование ВС Абхазии принимает решение о начале операции по овладению села Шрома и стратегических высот северо-восточнее Сухума, чтобы подступиться к столице и освободить ее. В то же время, по плану командования, начинается операция по высадке десанта на Восточном фронте. 2 июля в 5 часов утра в селе Тамыш высадились абхазские подразделения. Славной страницей Отечественного народа Абхазии стала совместная операция абхазской армии на Восточном фронте. Накануне этой операции, начавшейся 2 июля 1993 года, грузинские войска под прикрытием огня артиллерии, орудий, танков и БМП предприняли попытку прорвать нашу оборону по всей линии фронта. Шли ожесточенные бои. Войска Восточного фронта, контратакуя противника своими активными действиями, обеспечивали высадку морского десанта. В операции были задействованы 3 полка Восточного фронта под общим руководством командующего Восточным фронтом Мирабом Кишмари. Части и подразделения фронта, действуя одновременно на нескольких направлениях, в результате ожесточенных боев освободили ряд населенных пунктов.
тем самым создав условия для высадки десанта. Десантники и воины Восточного фронта, соединившись, заблокировали трассу Очимчира-Сухум, на важном ее участке воспрепятствовав тем самым перебросу грузинских воинских частей в Сухум. В течение 7 дней воинам абхазской армии удалось взять под контроль стратегическую магистраль, сдерживая натиск 8 мотострелковых батальонов, 1 механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона. Были уничтожены десятки единиц вражеской техники, множество видов захвачено в качестве трофея. Большое количество личного состава, среди которых были офицеры, контрактники вооруженных сил Грузии, были взяты в плен. Десант возглавлял Заур Зарандя. Июльская операция стала одной из значимых наступательных операций, предопределивших победный итог войны. В ходе боев тех июльских дней погибло 57 бойцов абхазской армии. 153 человека получили ранения. Отмечая высокое воинское мастерство, мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества при проведении десантной операции, главнокомандующий вооруженными силами Владислав Арзенба объявил благодарность всему личному составу морского десанта, частям и подразделениям Восточного фронта и военно-морских сил, обеспечивавших переброску и высадку десанта. Наиболее отличившихся бойцы были представлены государственным наградам. Мы никогда не забудем, что на алтарь победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии. Несмотря на потери, бойцы абхазской армии справились с поставленной задачей. И Тамышская операция предопределила победный исход войны. В завершении митинга 3 пешие колонны Минобороны Абхазии торжественным маршем прошли по селу Тамыш. Шазина Ханагуа, Даурий Напшиба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба награжден юбилейной медалью Министерства иностранных дел Республики Абхазия 30 лет. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Одиссей Бигваба встретился с Гарри Купалба. Обсуждались итоги 61-го раунда женевских дискуссий. Было отмечено, что Абхазия и Приднестровье готовы продолжить совместную работу для укрепления взаимоотношений и активизации двустороннего сотрудничества. 363,6 миллионов рублей налоговых платежей поступило в бюджет республики в июне текущего года. За 6 месяцев текущего года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 2 миллиарда 187 миллионов рублей при плане 1 миллиард 894 миллиона. Выполнение составило 115%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Абхазии. В селе Мук ведется строительство водонапорной башни. На эти цели из республиканского бюджета выделено около 3 миллионов рублей. На месте работ побывала Гугуца Вардания. На протяжении долгих лет, а точнее все довоенное и послевоенное время, 28 семей села Мук и местная школа получали воду из этой артезианской скважины глубиной 48 метров. Водонапорная башня, установленная здесь еще в советские годы, не раз выходила из строя. Периодически ее ремонтировали, но вопрос об окончательной замене встал в конце прошлого года. Сейчас идут работы по строительству новой водонапорной башни. На эти цели из республиканского бюджета выделено около 3 миллионов рублей. Зимой спасали колодцы, но это не было решением проблемы, так как летом вода в них высыхает, рассказал глава местной администрации Беслан Арахамия. Проблемы у них были, есть. Зимой более-менее было так, без проблем, но летом ощущается. Большие трудности в связи с отсутствием воды испытывали в местной школе, где обучаются 58 человек. После того, как в преддверии новогодних праздников прежний бак упал, водоснабжение в учебном заведении прекратилось, а вода из ближайшего колодца не соответствовала санитарным нормам. Помог глава села, он привез в школе резервуар, который наполняли привезенной из соседнего села водой. В дальнейшем через новый резервуар подадим воду школе и нашему
населению, которые 27 семей пользуются. Сейчас, в данный момент, они без воды находятся? В данный момент сегодня они без воды находятся, но однако благодаря всех и району, и главе села, как-то друг друга помогая, снабжаем мы население водой. По словам специалистов, стабильное водоснабжение будет обеспечено по окончанию строительных работ уже к концу августа. Новый бак вмещает 72 кубических метра воды. Высота строящейся водонапорной башни – 6 метров. Гугут Савардания, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. Наркосодержащие корни запрещенных растений в крупном размере изъяты у жителя села Псырцха. Подробности в оперативной съемке МВД. На территории домовладения жителя села Псырцха Зухба Романа Зауровича 1985 года рождения обнаружены изъяты корни наркосодержащих растений конопли южно-краснодарской. Запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия растения гражданин Зухба посадил и впоследствии культивировал в отдельно приспособленной посуде, а также непосредственно в грунте. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району совместно с оперативным составом Новоафонского отделения милиции. В отношении Романа Зухба следственным подразделением Гудаутского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, частью 2 статьей 228 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. Решением суда Гудаутского района на время предварительного расследования гражданин Зухба заключен под стражу сроком на 2 месяца. Начался прием документов абитуриентов для поступления в Абхазский государственный университет. Прием будет проходить по 14 июля ежедневно с 10 до 16 часов. В этом году по утвержденному плану приема абитуриентам доступно около 1000 мест по 40 направлениям. 374 на бюджетную основу и почти 590 мест на платную основу обучения. При приеме документов работают 2 отдельные комиссии. Все абитуриенты проходят тестирование на уровень владения абхазским языком. Данная практика призвана помочь будущим студентам наиболее результативно изучать государственный язык во время обучения. А желающие поступить на юридический факультет и факультет психологии должны будут пройти через комиссию, которая оценит их психологическое состояние. 109 человек, призеры и победители прошедшей недавно Олимпиады «Путь к вершинам» уже рекомендованы к зачислению в национальный вуз. Также в АГУ появились 2 новых направления для поступающих на факультете биологии и биомедицины и на факультете искусств. Наша приемная комиссия в этом году отличается тем, что у нас есть новый факультет. Разделили биолого-географический факультет на факультет географии и туризма и факультет биологии и биомедицины. И вот на факультете биологии и биомедицины у нас новая специальность фармация. Буквально первый день приема документов, но уже есть абитуриенты, которые на эту новую специальность подали свои документы. Еще специальность вот на факультете искусства оперное пение. Этого у нас не было. Я думаю, что тоже вот будут желающие, и на эту специальность мы тоже наберем абитуриентов. Торжественная церемония выпуска курсантов Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России прошла на Красной площади в Москве. Среди выпускников 8 курсантов из Абхазии, сообщает пресс-служба МЧС Республики. Выпускники получили лейтенантские погоны и возвращаются на родину для прохождения дальнейшей службы. Спустя 30 лет открыл свои двери летний театр в Гагре. Зрители увидели первый в Абхазии иммерсивный спектакль об истории города. На уникальном представлении была и Сария Кварацкелия. Закроем глаза и мысленно сосредоточимся на прекрасный сон, который называется «Сны города Гагры». С Богом! Заглянув внутрь заброшенного театра, ощущаешь мистику времени, которая меняет восприятие реальности. «Сны города Гагры» не просто представление. Это первый в Абхазии иммерсивный спектакль, который убрал невидимый барьер между артистами и зрителями, сделав их не просто свидетелями, а соучастниками всего происходящего.
здесь оживают призраки и герои города Гагры разных эпох, начиная от II века до нашей эры, переходя на историю основателя курорта принца Альденбургского, далее переломный момент революции и немного Советского Союза, а аутентичность заброшенного здания создавала особую атмосферу. Та самая знаменитая фраза «Мы с Якиным улетаем в Гагры» действительно звучала как «Мы улетаем в Монако или на Мальдивы», потому что Гагра действительно это тот курорт, где кипела бурная жизнь, и воистину, как говорил Александр Петрович Альденбургский, нечего за границу мотаться. У нас будет свой Монте-Карло и Ницца, кавказские Гагры. Актриса и руководитель театральной студии «Ассоль» Владлена Цвижба уже 7 лет живет в Абхазии. Изучив историю этого места, у нее зародилась мечта вновь открыть двери всеми любимого, но, увы, забытого театра. Летний театр когда-то в советские времена бурно творчески гремел. Если сравнивать два театра в Гагре, это зимний театр и летний театр, то летний театр был более открыт и, наверное, творчески реализован. Потому что здесь выступала эстрада, здесь были концерты, здесь выступал Фазиль Искандер, Аркадий Райкин, здесь был концерт Высоцкого. И вот спустя 30 лет мы открываем свои двери как театр. Эта идея у меня возникла давно, когда я здесь открывала свою студию, театральную студию. И жанр иммерсивного спектакля, который сейчас очень популярен в России, тогда я еще об этом не знала, но идея уже была. Я именно хотела поставить в заброшенном дворце или замке спектакль об истории Гагры, потому что история Гагры сама по себе уникальна. Она имеет мистические события. Идею Владлены поддержала администрация города Гагры. Финансовую помощь оказал и Государственный комитет по делам молодежи и спорту республики. То, что сегодня идет такое возрождение, очень радует. И то представление, которое вот сегодня мы здесь видим, прям вот впечатляет. Мы вот вернулись туда назад, в прошлое, окунулись в историю возрождения Гагры. Интересно приходить люди с советского времени. Ну и самое главное, это наше будущее поколение, для того, чтобы они знали историю. Поддержку данному проекту оказывает и Министерство туризма Абхазии, которое со своей стороны способствует привлечению туристов в летний театр. Прежде всего хочется поблагодарить организаторов данного мероприятия. И такого рода спектаклей в Абхазии еще не было. Если говорить о впечатлениях, очень круто и не может не привлекать то, что актеры в основном дети, молодые ребята, и это очень радует. Театральная труппа состоит не из профессиональных актеров. Это дети, школьники и ученики театральной студии «Ассоль». 2,5 месяца упорного труда не прошли даром. Зрители с восторгом восприняли как игру актеров, так и саму задумку. Очень необычно. Мы с этим сталкиваемся первый раз. В городе Гагра такого не было. Спасибо организаторам за то, что они это сделали. Мероприятие всем очень понравилось, нам в том числе. И надеемся на то, что это будет дальше продвигаться. И мы будем приезжать с разных городов, чтобы на это смотреть. Это просто потрясающе, замечательно. Ребят, вы настоящие молодцы. Я родилась в Гагре, я здесь выросла. Я сейчас здесь живу, здесь мои дети учатся в школе. Я впечатлена до слез. Ну, я проходил мимо, на самом деле, первый день в Гагре и услышал музыку и понял то, что что-то интересное происходит. Прочитал то, что спектакль иммерсивный, спектакль создан молодыми людьми, я так понимаю, да? И я считаю, что это очень важно, когда есть такие активная молодежь, которая делится своими умениями. У летнего театра есть официальный аккаунт в социальных сетях, где можно следить за расписанием спектаклей. Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. 15 июля в Сухуми откроется 22-й музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». Впервые в нем примут участие Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт открытия фестиваля будет приурочен к 75-летию со дня рождения Сергея Багапша, второго президента Абхазии. Далее в программе фестиваля еще 4 разноплановых концерта в Абхазии. 20 июля в Пицунском храме, где выступят блестящие ученицы Хибла Герзмава, студенты и выпускницы Московского
Московской государственной консерватории имени Чайковского. 16 августа в Сухуме на сцене Абхазского государственного драмтеатра Хибла Гирзмава и пианист Олег Акуратов представят авторскую концертную программу «Где-то далеко в памяти моей». 18 августа у подножья Бедийского собора состоится концерт хоровой музыки. Хибла Гирзмава споет с академическим большим хором «Мастера хорового пения». 20 августа Хибла Гирзмава выступит вместе с саксофонистом Игорем Бутманом и джаз-бендом на открытой сцене Театральной площади в Сухуме. В рамках фестиваля пройдет еще 6 музыкальных событий в других городах России и 2 в Китае. Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Сухуме стартовал международный турнир по баскетболу среди мужских команд на Кубок памяти Сергея Васильевича Багапша. В турнире участвуют 8 команд Абхазии и России. Соревнования будут проходить по 6 июля. А во Дворце спорта имени Сергея Багапша в Сухуме торжественно открылся международный турнир по дзюдо «Кубок Абхазии». В соревнованиях принимают участие более 300 юношей и девушек с 2008 до 2014 годов рождения из Абхазии, Беларуси и России. Организаторы турнира – Федерация дзюдо Республики Абхазия, Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Управление по делам молодежи и спорта администрации города Сухум. Соревнования продлятся по 4 июля. Более 23 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» с января по июнь. Больше всего пассажиров прибыло в Абхазию в июне – 7890 человек. Новый поезд был запущен по итогам переговоров между абхазской и российскими железными дорогами. Всего с момента запуска «Ласточка» перевезла 73 105 туристов. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентров, в среду 3 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 18-23, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.